Использовать все ресурсы для борьбы с лесными пожарами. Огонь не должен подойти к населенным пунктам и объектам экономики. Об этом заявили на внеочередном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, наиболее сложная обстановка сейчас в Ухте, Ударском, Книшпогосском и Устилимском районах. Ситуация у нас развивается циклично, как по синусоиде. То пик у нас наступает немножечко, потом спадает. И вот сейчас у нас достаточно большой второй пик, он практически равен первому пику. И тогда тоже было у нас максимальное количество одновременно действующих на площади больше 12 тысяч гектар. И сейчас примерно то же самое. Более 3 недель республика находится в красной зоне по лесным пожарам. И в ближайшие дни Небесная канцелярия не поможет. До конца августа в Коми сохранится сухая и теплая погода. С 31 по 3 сентября республика попадет под влияние атлантических циклонов. Повсеместно пройдут дожди и похолодает. Но это как раз те дожди, которые все ждут. Температурный фон будет преобладать ночью плюс 3,8, днем 7,12. И горимость снизится до 1 класса. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич отметила, ситуация сложная, но контролируемая. На тушении лесных пожаров задействовано 567 человек и 22 единицы техники. Республике помогают пожарные из других регионов страны. Группировка усиливается. Ожидается подмога из Хакасии. Что касается работы техники, привлечения вертолета, спасибо компании Коми Авиатранс, которая входит в положение и с учетом наших аномалий выделяет нам технику. Работает 5 единиц, несколько дней уже, поскольку мы недавно прибыли дополнительные силы, 100 человек из Красноярска. Оперативно всех на точке расставили мы. Все пожары у нас все обслужены. Председатель регионального комитета ГО и ЧС Александр Бурцев призвал руководителей городов и районов активнее привлекать к тушению огня технику организаций с последующим возмещением затрат. В свою очередь, правительством будут приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации с лесными пожарами.